Аллилуйя, Господь, Ава, Отче, мы благодарим Тебя, что мы есть Твои дети, Господь. Мы есть народ священный, царственное священство, дети Твои, Господь. И мы сегодня с благодарностью приносим, Господь, все наши сердца, Господь, всю нашу благодарность, Господь, всю нашу любовь за то, что Ты прежде возлюбил нас Своей любовью. И Ты доказал это тем, что Ты послал Сына Своего Иисуса Христа на крест Голгофский ради того, чтобы мы имели спасение. Отец, мы благодарим Тебя, и мы сегодня провозглашаем, что Ты есть Господь всей нашей жизни. Ты есть Царь царей, Господь, и все, что есть у нас, все от Тебя, Господь, и для Тебя. Да прославится Твое святое имя, Господь. Отец, мы сегодня благодарим, что есть сегодня мы живем в таком мире, где чистое небо, Господь, где солнце, Господь, где мы предстоим перед Тобой вот так здоровые, Господь. Мы видим своими глазами, Господь, и это чудо, Господь. Ибо многие, Господь, которые засыпают ночью, Господь, они не просыпаются утром, Господь. И даже есть те люди, которые еще не познали Тебя. Но мы молимся, как церковь, Господь, соглашаемся в этой молитве. Да будет спасен всякий человек, кто призовет Твое имя. И Ты придешь, Господь, когда люди в своей безусловности, в своей болезни, Господь, в своем несчастье, однажды призовут Тебя, и Ты придешь к ним, и изменится их жизнь, Господь. Ибо Ты это дал, Господь, нам, и это Ты доказал своей любовью. Твоя любовь, она безусловная, и мы благодарим. И прежде всего, Господь, как сегодня пелось в этой песне, да пребудет здесь, Господь, Твоя любовь, Господь, все прощает, все покрывает. Отец Небесный, Господь, мы благодарим, что мы сегодня имеем церковь. Мы благодарим за наших пастырей, за епископа нашего, Господь, за всех служителей, Господь, за Твоих прославленцев, Господь, которые ведут нас о поклонении, Господи, слава Тебе. И мы хотим сегодня Тебе сказать, Господь, мы хотим достигать зрелости в Тебе. Ты есть наш учитель, и Ты сказал в Слове Своем, что то помазание, которое в нас есть, оно будет всему научать нас. И да будем мы достигать зрелости, Господь, да будем мы достигать, Господь, совершенства и стремиться к Твоим высотам. Благодарим Тебя. И сегодня мы провозглашаем, соглашаемся как церковь, и мы молимся, Господь, мы говорим, всякая тьма да уйдет во имя Иисуса Христа. В каких-то сферах твоей жизни сегодня есть проблемы, Господь приходит, Господь приходит и дает ответы, потому что ты просишь Его, Господь, и ты ищешь в Нем ответы, потому что все ответы есть в Нем. Мы говорим, чтобы всякая болезнь, она ушла, ибо Господь, Господь Иисус освободил нас от всякого времени на Голгофском кресте, от всякой немощи, от всякой болезни. И церковь сегодня провозглашает, что ранами Иисуса мы исцелены, ранами Иисуса мы исцелены. И всякая боль, всякая немощь прямо сейчас уходит во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, и благословляем этот день, благословляем сегодняшнюю проповедь, благословляем ваши глаза, ваши уши, чтобы они были открыты, принятие Слова Божьего, которое есть хлеб с небес. Также мы сейчас хотим помолиться за наших детей, благословить наших детей, потому что это наше будущее. Дети, мы должны говорить нашим детям благие слова. Благословить значит говорить в их судьбу, в их жизнь благие слова, которые могут их поднимать, которые могут их мотивировать на все хорошее, что есть в этом мире. Спасибо Тебе, Господь, за наших детей, за ту молодежь, которая подрастает в нашей церкви. Мы благодарим и провозглашаем, что это есть будущее Царства Божьего. Пределы Царства Божьего Бог будут распространяться через этих детей, Господь. Ты будешь их благословлять, Господь, на каждом пути. Будешь благословлять при входе и выходе, ибо они будут научены Тобой, Духом Твоим Святым, Господь. Из них будут подниматься пророки, из них будут подниматься пастыря, учителя. Во имя Иисуса Христа да будет наши дети влиять
да будет в них, Господь, страх Божий, Господь, и любовь к Тебе, Господи. Мы благословляем, как родители сегодня их, чтобы их сердца будут посвящены полностью Тебе, Господь, ибо это есть Твой народ, царственное священство. Благодарим Тебя и благословляем их разумом Христовым. Благословляем, чтобы их дух, душа и физическое тело всегда были бодрые, чтобы они всегда были крепкие стояли и утвержденные в Слове Божьем и на путях Божьих. И во имя Иисуса Христа дай нам мудрости родителям, чтобы мы могли их наставлять по Божьему Слову, Господь. Также мы благодарим тех, кто трудится, Господь, в детском служении, учителей воскресных школ, Господь, и их помощников. Благословляем, чтобы они имели мудрость, Господь, и потенциал ресурса от Бога, Господь. Ибо то, что они делают, принесет в свое время добрые плоды в жизни наших детей. Мы славим Тебя и благословляем наших детей. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава Тебе. И благодарим Тебя, Господи, за то, что у нас есть еще одна часть нашего завета с Богом. Это даяние десятин. Мы благодарим Тебя, что сегодня у нас есть работа. Сегодня есть у нас источник дохода. И это от Тебя, Господь. И мы это хорошо понимаем. И мы благословляем нашу церковь и всех тех, кто является даятелем, быть мудрыми управляющими, мудрыми управителями тех финансов, тех средств, которые Ты нам даешь. И мы благодарим, что благодаря приношениям десятинам мы можем жить в таком зале, у нас есть аппаратура, свет, тепло. Слава Тебе, Господь! Я благословляю вас, ваши финансы, ваши источники доходов, ваши работы, чтобы они все время приумножались, Господь, чтобы ваши пределы расширялись, чтобы вы были мудрыми, хорошими управляющими на этой земле. Во имя Иисуса Христа пусть ваши даяния принесут обильные плоды в Царстве Божьем. Во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. И слава Богу, наш пастор приехал. И, пожалуйста, меня слышно, да? Так слышно? Так слышно? Хорошо. Так слышно? Так слышно? Добрый день, дорогая церковь. Я рад вас приветствовать. Можно сказать, как будто не уезжал. Не знаю, кто-то заметил, что нас не было какое-то время. И большой вам привет от наших братьев и сестер по всей России. Я коротко поделюсь, где мы были. Друзья и моя жена, мы были на нескольких конференциях. По-моему, до этого лучше было, нормально? Сначала мы были во Владивостоке, и там была наша союзная пасторская конференция Северо-Восточного союза, куда входит наша церковь, и все вы знаете, да? Вот, и еще раз, это пасторская конференция, там не было каких-то таких зажигательных речей, там была как бы такая, ну, если можно сказать, скучная бюрократическая работа, то есть обсуждались дела житейские, в том числе было переизбрание епископа, и избрали епископом Андрея Манжосова на следующий как бы срок. Вообще это первый раз в истории нашего союза. До этого епископа никогда не переизбирали, но кто-то обнаружил, что у нас в уставе написано, что епископ должен избираться раз в 4 года. В общем, собрание пасторов решили как бы жить по уставу. Вот и единогласно его избрали, да, с чем я вас и себя, и всех поздравляю. Как бы вы его все хорошо знаете, он нам не чуждый человек. Вот, и была хорошая атмосфера, потому что было заметно, что все очень соскучились по общению. В связи с ковидными делами в прошлом году не было конференции, ее отменили в самый последний момент. И поэтому было хорошо,
увидеть каких-то пасторов. Приехали не все, но большинство. То есть в нашем союзе это Хабаровский край, Уссурийск это что? Это тоже Хабаровский край, Приморский край, Амурская область, Сахалин, Камчатка, Якутия. Вот как бы это там, где у нас есть церковь в нашем союзе. И, соответственно, вот Андрей, он епископ нашего союза. Была хорошая погода во Владивостоке, когда в Якутске тогда уже было как-то, можно сказать, не очень. Было здорово пообщаться, строились какие-то планы, и я чувствую, что, знаете, какое-то новое движение, в том числе в Союзе. Я, может быть, какие-то анонсы сделаю, планируются, если Господь даст, и все будет хорошо, и не будет пандемии. Будет большая молодежная конференция во Владивостоке в августе вот этого года. И также будет какая-то, не знаю, молодежная, не молодежная, может быть, общая как конференция, такая союзная, также об этом говорили, чтобы нам проводить именно союзные конференции. Вот, поэтому я вас ободряю, если все будет хорошо, и мы к этому придем, поехать туда, может быть, мы как-то будем организовывать это, но хорошо быть братьям вместе. Также в марте вполне возможно, что у нас тоже будет конференция уже в Хабаровске. И там будет Сергей Мартюничев, это служитель Церкви Слова Жизни. Вот. Я верю, что мы тоже были благословлены, когда после конференции сразу, я так понимаю, у нас был пастор Дарья из Владивостока. Надеюсь, что мы были благословлены. Вот, его давно у нас не было. К нам также должен был приехать пастор Крис, помните, такой из Тынды. Мы уже договорились, на следующей неделе он должен был проповедовать у нас, но в связи с ковидными делами опять то, что как бы никто не знает, когда он продлят или нет, и есть как бы немалый такой шанс, что вообще как бы все продлится. Поэтому он решил мне покупать билеты в последний момент, то есть не сдал, хотя все уже было договорено. Вот. Ну, ничего страшного, то есть пока мы перенесли все на февраль-март. Это я вам просто такие вот анонсы делаю, потому что пастор Крис, у него сердце, но действительно здесь, в Якутии, он много лет провел здесь, и чудесный служитель Божий. Я верю, что если он приедет, мы будем благословлены. Аминь. Также после этого мы были в городе Белгороде. Это Российская Федерация, с Украины, рядом с Харьковом. Если кто знает, это столица Белгородской области. И вы помните, пастор Борис Кохан у нас был, вот он пастор Белгородской христианской церкви, так у них церковь называется. И у них была конференция. Там была уже всеобщая конференция для всей церкви. И если кто знает, вот у нас молодая семья Швановых, она переехала туда, жить на постоянное место жительства. Я с ними увиделся, привет вам от них. И конференция была интересная, и, такая, знаете, я уже отвык после всех вот онлайн-сидений, 3 собрания в день, 3 дня подряд, то есть с утра до вечера, как бы немножко, особенно после Владивостока, было тяжко. То есть были интересные спикеры, там был пастор Сергей Юрьевич Нагул, если я правильно говорю фамилию. Знаете, есть такая церковь в Ефане, в Краснодарском крае. Это одна из крупнейших церквей в России. Он также является епископом своего объединения Ефане. У них больше 80 церквей по всему Краснодарскому краю. То есть, если ехать, они классно вообще устроились. То есть, по Черному морю, если ехать по берегу, в каждом городе у них церковь, как бы. Они закрыли все Черноморское побережье. И в самом Краснодаре у них церковь, я не знаю, у них там 3 или 4 тысячи человек. То есть можете себе представить. А по всем церквям у них около 6 тысяч человек. То есть все церкви, вот эти 80 церквей, они все со зданиями. Есть чему поучиться. Он уже человек в возрасте, то есть постарше
большинства из сидящих здесь, то есть ему около 70 лет, и такой, знаете, живой, не знаю, у меня есть такое дерзновение, может быть, его пригласить к нам, приедет ли он в Якутск. Мне то, что понравилось, знаете, потому что церковь в Белгороде это тоже небольшая церковь, там было где-то около 100 человек, ну, может быть, там больше людей в связи с ковидными делами. По-разному бывает, и вообще это очень тяжело. Они начали, я вообще удивляюсь, они начинают конференцию в пятницу утром. Я спрашиваю, как у вас люди работают? Ну, вообще, как-то, тут не знаю, как-то так интересно. То есть в пятницу с утра, потом второе собрание в пятницу. Удивительно. Вот. Это то же самое, когда со мной делились, знаете, перед этим вот Борис Бокон, пастор с Белгородской церкви, он был на лидерской конференции вот у Нагула в Краснодарском крае, в Краснодаре. И он говорит, что там собрания были, представьте, в Краснодаре, лидерский, да, вот пасторская конференция, первое собрание на конференции в 7 утра. В 7. У них зал такой, да, я так понимаю, человек, ну, 800 ходит нормально, как бы, да. Они сделали пристрой, они купили палатку на 10 тысяч мест. То есть это вообще там отдельная история, как, кстати, на 10 тысяч палатку. Я себе слабо представляю, сколько фунтов надо и вообще, чтобы это привезти. Ну, там целая эпопея. И вот они сделали, как бы, у них есть такой навес, пристроили здание, чтобы люди, как бы, помещались там. Ну, а так вот они просто в здании, говорят, 800 человек. Была в 7 утра и была вечерняя, да, вот собрание. И в 7 утра, говорит, разница была, ну что, вечером еще все проходы были забиты, а в 7 утра, говорит, просто весь зал забит. И у меня, говорит, вопрос такой, что вы с ними там делаете? Что они в 7 утра, вот, ну, в смысле, представьте, это нужно приехать, Краснодар, это как бы курортный город. То есть люди сами устраиваются за свой счет, их нигде не размещают, они сами заботятся вот обо всем об этом. И они в 7 утра прибегают туда. Ну, удивительно. Есть чему поучиться. Вот, и он был как, ну, не основной спикер, но как бы такой хедлайнер, если так можно сказать, да, как бы основная такая персона. И, знаете, кто помнит, у нас был Тео Джин Хук из Сингапура? Кто помнит? Кто не помнит? Да много людей все было, почему так мало? Кто его помнит? Он такой был пожилой уже мужчина, под 80 лет, и такой горячий евангелист, он ходит такой щупленький, такой сухонький, и ни вида, ни величия, но когда он проповедует, да, это огонь какой-то. И вот что-то похожее, вот Стамбул, знаете, он тоже как бы очень спокойный, но когда он дает проповедь, я просто сидел и наслаждался, был такой помазание, знаете, помазанный человек. Было здорово. Вот, после этого мы были в Москве, то есть, знаете, как если с Якутска выезжаешь, особенно после лета, мы просто рассудили, что, ну, зачем возвращаться в Якутск, это лишние деньги, когда можно сразу улететь в Москву и сэкономить на этих билетах, то есть, ну, сегмент Владивосток-Якутск. Потому что билет с Якутска до Владивостока стоит столько же, сколько с Владивостока до Москвы. Вот, и мы были в Москве, и там проходил Малый собор Росхве. Росхве – это Российский Объединенный Союз Христиан Веры Евангельской, пятидесятников, куда входит наш союз и наша церковь также. И начальствующий епископ у нас Сергей Васильевич Риховский. Это, если кто не знает, Малые соборы они проходят каждый год, но в прошлом году его не было. И раз в 4 года проходит Большой собор. На Большом соборе вот избирается начальствующий епископ, принимаются какие-то документы. Вот. И было также здорово побывать там. Я чувствую, что вообще также вообще во всем Союзе, знаете, происходит переосмысление. Тема собора, она была «Роль церкви в обществе». И вы знаете, в связи со всеми событиями, которые происходят, ну, локдауны, вообще всякие проблемы, роль церкви, она должна меняться. Скажите, потому что общество, оно изменилось. И вот как бы было такое вот переосмысление, проповедовал пастор Мацула из «Слова жизни», проповедовал Рик Реннер из «Благой вести». И вообще сам собор проходил в здании «Благой вести» в Москве. После этого мы также, знаете, 22 числа, мне удалось попасть на такую
встречу пасторов неформальную, где вот был Павел Реннер, он сейчас старший пастор в Благой Вести, это сын Рика Реннера в Москве. Там был пастор Вадим, я не помню фамилию, из церкви Хиллсонг и всевозможные церкви, вот, как бы, центрального региона, такие молодежные. Если кто знает, церковь Хиллсонг это церковь международная такая, основана в Австралии, да, и мы поем многие песни переведенные. Вот, и тоже было полезно. И вот в конце концов, знаете, уже у меня была квадратная голова и квадратное сиденье после 3 недель, потому что это постоянно какой-то, уже человек может вместить только определенное количество все-таки информации. Я сделал вывод, что на 3 недели, конечно, это, мягко сказать, перебор. Потому что ты уже просто сидишь, глаза вот такие, голова еще больше, и тяжело воспринимаешь, что происходит. Но духовная составляющая была хорошая. Еще раз, меня всегда удивляет, что, представьте, это от Владивостока до Москвы, там, от Белгорода к югу, и на соборе были представители, не знаю, с Калининграда, в том числе со всего Дальнего, то есть еще дальше Дальнего Востока, имеется в виду Сахалин, у нас есть церковь на Командорских островах, то есть это самая восточная часть России, то есть хотя говорят, что день начинается у нас на Камчатке, но Командорские острова, они еще дальше, как бы в океане. И везде есть церкви, которые молятся тому же самому Богу, которые славят Иисуса, и там есть верующие, и это удивительно. Это здорово, и я хочу вас просто ободрить. Когда мы здесь сидим, особенно вот, когда у нас летом билеты были по 70 тысяч, и ты никуда не можешь выехать, знаете, ободрение такое. Жизнь есть. Продолжается. И сейчас у нас жизнь также она налаживается. Здесь я вас не утомил? Нет. Своим рассказом? Знаете, интересная вещь такая, которую во время поездок вот я для себя подчеркнул, что насколько была актуальна, наверное, тема собора, жизнь, вернее, роль церкви в обществе. И бывая во многих вот церквях, то есть я несколько церквей посетил, да, я проповедовал где-то вот, во Владивостоке, в Владивостокской церкви. И вы знаете, проблемы в церквях, они приблизительно одинаковые. Независимо от того, какой размер церкви, насколько там люди духовные, недуховные, насколько там пробуждение оно идет. И одна из самых таких животрепещущих проблем в церквях – это духовная зрелость. Вы знаете, так много бывает людей, которые не возросли духовно. И я уже как-то говорил на эту тему в нашей церкви, и просто вот у меня было такое побуждение еще раз напомнить, может быть, с другого угла, и коснуться вот этой темы. Скажите, что означает духовно зрелость? Что мы понимаем вообще под зрелостью? То есть человек, он рождается, он маленький, да, он как ребенок, потом он возрастает, он взрослеет, и мы ожидаем, что он не только набирает свой возраст, да, но что у него и мозги взрослеют, да. И то же самое духовная зрелость, да, если провести параллели, когда человек, он приходит в церковь, или он принимает Иисуса, он принимает водное крещение, он как младенец во Христе, да, ничего не понятно. Что там за Библия, во что они верят, как молиться, что делать. Потом ты что-то узнаешь. И это естественно, возрастать духовно так же. Вы согласны? И это нормально. Бог, Он ожидает, что мы будем возрастать духовно, и мы будем духовно зрелыми. И тем не менее, ты приезжаешь в церковь, и там много людей, знаете, которые говорят незрелые вещи, принимают незрелые какие-то решения и вообще ведут себя абсолютно, ты смотришь, детский сад какой-то.
Но нам нужно взрослеть духовно, да? Мы должны становиться зрелыми. Знаете, вот Павел, обращаясь к Коринфянской церкви, 3 глава с 1 по 3 стих, давайте мы посмотрим вот это местописание. Он их называет, что вы младенцы во Христе, да, духовно незрелые. Еще раз, 1 Коринфянам, 3 глава с 1 по 3 стих. Он говорит следующее. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу. Ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» То есть Павел ему говорит: ребята, да повзрослейте уже. Вы понимаете, о чем? Кто понимает, помашите мне рукой, а? Бог хочет, чтобы они повзрослели. Потому что духовная незрелость в церкви, она вызывает кучу проблем. Что-то тональность изменилась, я же сам испугался. Предупреждать. Потому что Божья воля для тебя, она заключается в том, чтобы ты был духовно зрелым. Скажи аминь. Кто хочет быть духовно зрелым? Скажи аминь. Аминь. Я бы хотел поделиться, что же такое вообще, знаете, духовная зрелость. И с самого начала я бы хотел, знаете, определить, что точно не является духовной зрелостью. Почему нельзя судить. И прежде всего, знаете, нельзя судить или говорить о человеке, что вот он духовно зрелый, потому сколько лет он в вере. Сколько лет он во Христе. Вот он там давным-давно уже там покаялся, вот он там это, вот он уже 20 лет прошло или 30 лет, вот он духовно зрелый. Вы знаете, к сожалению, это не всегда так. Хотя требуется время для того, чтобы стать духовно зрелым. Это не происходит вот так за раз, да? За одну ночь. Даже Иисус, он возрастал. В Евангелии от Луки 2:52, 2 глава, 52 стих, написано: Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви Бога и человека. Это в синодальном переводе, я в современном переводе прочитаю, более понятно. Иисус же, подрастая, преуспевал в мудрости и любви у Бога и людей. Но я думаю, что ни для кого не секрет, что, знаете, ты можешь повзрослеть, в смысле вырасти, но так и остаться духовным младенцем. Как там пословица такая есть, да, что мудрость приходит с возрастом, но иногда возрастом приходит один. Вот здесь то же самое. Иногда человек, он стареет, а духовной зрелости он не достигает. Это как будто, знаете, как наклеить, что, может быть, я и становлюсь старше. Я просто видел такое однажды на машине. Такая старая машина, и водитель даже пожилой, наклейка сзади на стекле. Может быть, я и становлюсь старше, но я отказываюсь взрослеть. Ну, может быть, это и весело, и задорно, но в духовном смысле это не есть хорошо. Потому что я видел уже пожилых людей, 50 и 60 лет, они все еще младенцы духовные во Христе. И по 70. Потому что духовная зрелость — это нечто большее, чем просто возраст человеческий или сколько лет ты во Христе. 2
чем точно не является духовная зрелость, это то, что нельзя судить по каким-то внешним признакам о том, что человек, он духовный. Потому что некоторые люди, ты на них смотришь, и какой духовный, ну надо же. Знаете, там и молится там правильно, и всякие вещи делает все правильно, и внешне все выглядит замечательно. Вы знаете, у меня такой пример есть просто. Вот особенно у нас сейчас подрастают дети уже подрастают. То есть, у нас в церкви в основном это верующие в первом поколении, так скажем. Мы сами покаялись, мы были неверующие. Редко кто, я не знаю, у нас есть кто-то, кто родился в верующей семье, то есть это дети верующих родителей. Но сейчас у нас уже подрастают наши дети, вот дети верующих родителей. И вы знаете, мне интересно, я вот конкретный пример есть, это сейчас этих людей нет у нас здесь, да, но чтобы никто там не смотрел, что вот это они подросток в верующей семье, ну даже не совсем подросток, еще можно сказать ребенок. И во время молитвы, вы знаете, как-то собрались у них дома, что-то делать, и он, понимаете, он поступает, вот он ручки сложил, головку наклонил, и он такие правильные слова говорит в молитве, и так ведет. И потом еще какие-то вещи, знаете, вот он знает все, он вырос в этом, он знает, как себя вести. Но я его видел на улице потом. Я его видел со сверстниками, это совершенно другой человек. И он такие вещи и слова говорит, что уши заворачиваются. И глаза выскакивают, понимаете? И как он себя вести это, да? Я к тому же, он знает все прекрасно, он знает, что от него ожидает в данный момент. Я вообще не уверен, он верит или нет. Он просто играет, он знает, чего от него ожидают родители, чего от него ожидают взрослые в этот момент. И многие взрослые, они могут быть такими же, поэтому по виду судить нельзя, да? Ты не можешь сказать, потому что внешность, она зачастую обманчива. Следующий пункт, чем точно не является духовная зрелость, это, знаете, нельзя судить по каким-то заслугам, по каким-то титулам. Это здорово, это хорошо, учиться в библейских школах, заканчивать семинарии и так далее, и так далее. Но когда у человека есть какой-то диплом об окончании чего-то или еще каким-то образом там его заслуги, они в чем-то там измерены, это здорово само по себе, но это вообще не означает, что он духовно зрелый. То есть не нужно путать теплое с мягким. Это просто показывает, что человек, он достиг каких-то успехов в какой-то области. Да? Он что-то его академические успехи, его разум, его интеллект, еще что-то. Но это не говорит о его духовной зрелости вообще ничего. Потому что духовная зрелость – это твое отношение и твой характер. Твое отношение к окружающим, твое отношение к жизни, твой характер, как ты поступаешь, то, что у тебя внутри. Вы согласны? Кто-то из христианских проповедников сказал, что характер – это то, кем ты являешься в темноте. Признание – это то, что о тебе говорят люди. А характер – это то, что о тебе знает Бог. Какой ты на самом деле. Бог говорит, что твое отношение и твой характер, вот это и определяет твое отношение к жизни, твое отношение к людям, к поступкам. Твой характер, они определяют, кто ты есть на самом деле. И сегодня я бы хотел, знаете, вот посмотреть это. Мы не будем читать все. Вот первые 5 глав книги Иакова. Это, знаете, такой краткий курс, потому что есть духовная зрелость. И мы посмотрим на некоторые просто места, и можно расширить этот список. Но я думаю, что это необходимые вещи. И прежде всего, это вот я выделил 6 пунктов таких. И прежде всего, первое, да, что отличает духовного человека. Вы знаете, духовный человек, духовно зрелый, он позитивный под давлением.
под грузом каких-то проблем. Давайте мы посмотрим. Послание Иакова, 1 глава, 2-4 стих сразу. Он пишет следующее. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». То же самое место в современном переводе. Еще раз внимательно послушайте. «Братья мои, если выпадают на вашу долю какие-то испытания, пусть это будет вам в радость. Так об этом думайте и знайте, что в испытаниях веры вашей обретаете вы стойкость. А стойкость должна получить свое полное развитие в вас, чтобы стать вам людьми зрелыми, характера цельного, без всякого недостатка». Хочешь ли ты быть духовно зрелым человеком? Хочешь ли ты обрести полноту во Христе? Если да, то тогда Иаков говорит здесь, что ты должен иметь позитивное отношение вообще к жизни под любым прессом проблем и невзгод, которые на тебя обваливаются. Он говорит, великою радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения. Покажите мне, у кого нет проблем совсем. Есть такие люди? Кто-нибудь встречал таких людей? Я таких не видел. Проблемы есть у всех, они будут всегда. У кого-то щи жидковаты, у кого-то бриллианты мелковаты. Но проблемы постоянно есть. Вы согласны? Как ты с ними справляешься? Сейчас особенно, во время ковида, да? У нас опять локдаун. Хорошо, если зарплату действительно выплачивает кто-то в бюджетной организации работает, а кто-то работает где-то, где не платят. Как ты справляешься с проблемой? Когда проблема какая-то возникает, она тебя так вышибает, что ты ходишь и тебя трясет всего. Или ты срываешься на близких, становишься раздражительный, нервный, или ты ворчишь постоянно. Самый первый тест вот на духовную зрелость – это каким образом ты проявляешь себя, когда на тебя какое-то вот такое давление падает, проблемы сваливаются. Что из тебя вылазит под этим давлением? Еще раз. Великую радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. То есть, когда проблемы какие-то у вас. Факт заключается в том, что в жизни полно проблем. И большая часть жизни вообще взрослого человека – это преодоление этих проблем, это решение каких-то проблем. Это постоянный процесс. Вопрос возникает, у меня правильное отношение вообще ко всему к этому? Я как-то позитивен в этом? Полагаюсь ли я на Господа в этом? Потому что ты можешь знать Библию от корки до корки и бросаться цитатами. А вот там написано это, можно написано это. Но при этом быть грубым, заносчивым. Каково твое отношение вообще по жизни? Итак, духовно зрелый человек, он позитивен под грузом проблем. Вторая вещь, которая отличает духовно зрелого человека от незрелого, это то, что духовно зрелый человек, он чувствителен к проблемам других людей. Он замечает нужды других людей. Послание Иакова, 2 глава, 8 стих, мы идем дальше, да? Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюбить ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете. Потому что духовно зрелый человек, он чувствителен к нуждам людей, которые его окружают. Духовно зрелый человек, он не видит только свои нужды. Вот мне надо, мне надо. Но ты, какого бы состояния у тебя ни было, ты видишь и замечаешь, в чем нуждаются другие, окружающие. Как у нас пастор Андрей говорил,
Я не знаю счастливых эгоистов. Я подписываюсь под этими словами. Я счастливых эгоистов не встречал. Потому что в Библии написано, что блажение давать, нежели принимать. Кто-нибудь скажет аминь? Аминь. Духовно зрелые люди, они понимают, что нужно не только у меня, но и у окружающих. Это знаете, вот если с детьми сравнить, когда вот ребенок маленький возрастает, он же не зрелый. И вот он мое, мне, дай. Что-нибудь даешь, он постоянно хватает. Редко, когда кто-то там он поделится, да, вот, чем-то добровольно. Если ты его там не настоишь, если как-то буча там в тарелке стоит, не проблема, он поделится. Но если у него одна штучка, поделись с папой, с мамой. И то же самое, что с духовной незрелостью. Как вот маленькие дети, они не делятся, и духовно незрелый человек, он такой, мое, мне, будет по-моему. Я вообще не знаю, там, если не замечают, чего хотят другие, какова их воля, есть моя воля, будет по-моему. Но Бог, Он говорит, что любовь – это когда мы замечаем, когда мы озабочены тем, в чем нуждаются люди вокруг нас. И это признак духовной зрелости. Вы согласны? Я как говорю, что нам не нужно поступать с лицеприятием. Не будь высокомерным снобом, не будь заносчивым, не будь грубым. Не смотри на людей сверху вниз. Не суди их по внешнему виду. Не оскорбляй людей. Не используй их. В худшем смысле этого слова. Итак, вторая вещь, второй тест на духовную зрелость – это как я поступаю с другими людьми. Каким образом я поступаю? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Если перефразировать вот это вот все, то, что Павел говорил, можно сказать, что, знаете, ты можешь построить там кучу церквей, ты можешь создать там, не знаю, христианские каналы, проповедовать, у тебя там будут миллионы подписчиков. Еще какие-то вещи делать. Но если у тебя нет любви, то это просто звон пустой. Итак, второй тест на духовную зрелость – это как я поступаю с другими людьми. И третий признак духовной зрелости – это, знаете, что духовно зрелый человек, он хозяин своего языка. Иакова, 3 глава, 2 стих. Он здесь пишет: «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Аминь. Мы много говорим это место, да, что жизнь и смерть, она во власти языка. То, что мы говорим, это имеет значение. Это не просто сотрясание воздуха. Вы согласны? И мы должны быть очень аккуратны с тем, что мы говорим. И, судя по этому местописанию, если ты можешь контролировать то, что ты говоришь, тогда ты можешь контролировать и все свое тело. Потому что, знаете, одна из самых разрушительных вещей, которая может быть вообще в жизни верующего, это распространение слухов. Что такое слухи? Кто знает? Ну да, что такое слухи, сплетни? Знаете, мне такое определение понравилось. Это когда ты слышишь то, что тебе нравится, про человека, который тебе не очень нравится.
Знаете, сейчас у нас пандемия, и вот слухи – это болезнь, которая распространяется, ну, не воздушно-капельным путем, но из уста в уста. И Яков вот здесь приводит несколько примеров, как язык может завести нас в проблему. Он сравнивает, да, что язык это как руль у лодки. Вот руль у лодки это не в смысле штурвала, а вот эта маленькая штука, которая в воде, под водой ее не видно, понимаете, да? То есть если сравнить с размером судна, взять это океанский лайнер, либо небольшую шлюпку маленькую, это небольшая часть совсем, но она полностью задает курс всему кораблю. И он говорит, что ваш язык это то же самое. Он маленький по отношению ко всему вашему телу, но он задает просто курс всей твоей жизни. Ты можешь использовать свой язык для того, чтобы говорить слова ободрения, или ты можешь просто разрушать кого-то. Вы согласны? Когда-нибудь, знаете, иногда люди говорят, что ну я просто вот сказал то, что у меня на уме. Ну или там быстро пришло. Но, знаешь, часто у людей бывает так, что если ум их, он где-то там на помойке, и то, что приходит на этот ум, ну ничего хорошего тоже. Может быть, его как-то и озвучивать не надо. Зачастую лучше вообще ничего не говорить, чем говорить что-то, что будет разрушать. Что-то грубое, глупое. Помните, как Петр I, это ему приписывают эту фразу, я не знаю, насколько это точно, что он издал такой указ, чтобы бояре в Думе, там, как боярам в Думе говорить своим языком, по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была. Потому что читали по бумажке депутаты в Думе у нас. А когда человек он говорит своими словами, ну сразу все ясно и понятно. Есть еще одна русская пословица, да, помолчи, за умного зайдешь. Поэтому если как бы нечего сказать особо, или ты как бы хорошо не подумал, помолчи лучше. В Библии это описывается следующими словами. Послание Ефесянам, 4 глава, 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания и вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Вообще никакое гнилое слово пусть не исходит. То есть, если от обратного идти, все, что ты говоришь, или каждое слово, которое ты говоришь, оно должно быть позитивным, оно должно созидать, оно должно поднимать, назидать. И это признак зрелости. Если ты несешь какую-то ерунду, или ты несешь что-то, что разрушает людей вокруг, это признак незрелости. И наоборот, если твои слова не созидают, а не назидают, это признак зрелости. Вы согласны? Да. Итак, третье мы закрыли. Это человек, он хозяин своего языка. И когда ты научаешься владеть своим языком, это признак духовной зрелости. Четвертый признак духовно зрелого человека может быть один из самых таких важнейших. Вы знаете, это то, что духовно зрелый человек, он миротворец, а не проблемотворец. Яков, 4 главе 1-2 стих. Давайте прочитаем. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите». Яков говорит здесь, что откуда у вас распри
и вражды между вами. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что желание у вас. Если ты хочешь что-то и не можешь получить, и ты злишься, хочу, чтобы было по-моему. Чтобы было по-моему в семье, чтобы было по-моему в церкви. Когда ты злишься, ты также разрушаешь других вокруг. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Вопрос, который ты должен задать себе: я миротворец или я проблемотворец? Вот те действия, которые я там вообще что-то, я это к миру, как бы, к созиданию, или это к разрушению? Люблю ли я спорить? Люблю ли я, как у нас говорят, раскачивать лодку? Задеваю ли я чувства людей вокруг меня? Миротворец я или я создаю проблемы? В Библии написано, что блаженны миротворцы. Особое место уделяется этому. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 11 стих. Написано: «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам». Жить тихо. Почему так часто и много конфликтов вообще в мире? Почему так много конфликтов в браке? Почему так много конфликтов среди христиан? Вот судя по Якову, что он здесь дает, знаете, две причины. Первое — это эгоизм, то есть наше личное и хотелки, когда мы не считаемся с другими. И второе — это когда мы начинаем осуждать других. Еще раз, послание Якова, 4 глава, 11-12 стих. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?» Нам не нужно судить друг друга. Это не наша работа. Потому что когда ты начинаешь судить кого-то, в результате все, что происходит, это просто создается конфликт. Начинаешь судить кого-то, ты становишься проблемотворцем, а не миротворцем. Итак, быть миротворцем — это вот четвертый признак зрелого человека. Когда ты, наоборот, пытаешься погасить конфликт, когда ты сглаживаешь. Сейчас еще раз, знаете, чтобы правильно понимали, мы не говорим о грехе, об открытом, да, каком-то. Но даже в этом, знаете, когда, если брат твой согрешает, недавно просто был такой спор у нас. Не, ну как, вот они же там грешат и так далее. Знаете, написано, что вы свет миру. И да, мы должны обличать, но помните, как вот Майк Мармас был, и у него как-то проповедь была с фонариком. Он включал фонарик, что вы свет миру. И можно светить таким образом, что он в глаза берет и светит он человеку. Вот ты видишь что-нибудь, когда тебе фонарик в глаза в упор? Такой свет миру никому не нужен. Но когда ты светишь под ноги, когда идти видно куда. Поэтому вот это твое обличение, когда ты пойдешь и начинаешь человека судить, да ты там такой, ничем хорошим это не кончится. Это я вам с практики говорю. Пятый признак духовно зрелого человека — это что духовно зрелый человек, он терпеливый. Давайте посмотрим Иакова, 5 глава, 7-8 стих. «Итак, братья,
Будьте долготерпивы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Терпение – это еще один признак зрелости. Здесь терпение аж 3 раза упоминается. Это к тому, насколько важно быть терпеливым. Потому что терпеливость – это качество характера. Яков здесь приводит вот пример земледельца, который посадил плод, и он ждет, когда он прорастет. Кто-нибудь знает такой плод, который за ночь вырос? Нет таких? Ну, там кто-то про бамбук говорил, я не знаю, когда-то в детстве научили, и то он не так тогда выскакивает. Нужно ждать. Ты посадил что-то, и ты потом холишь и лелеешь, ты ухаживаешь, ты заботишь, ты дождь ждешь, либо поливаешь. Зачастую требуется время для того, чтобы что-то произошло. Если ты ожидаешь, что будут какие-то перемены в жизни твоих родственников, за которых ты молишься или которым ты говоришь, но человек не может поменяться вот так в одночасье. В жизни церкви то же самое. Люди вместе, они не могут вот так поменяться. Для чего-то нужно время. Нужно просто подождать. Не знаю, приводила я, знаете, как пример. Если собрать 9 беременных женщин в одной комнате, они за 1 месяц одного ребенка никак не родят. Потому что нужно просто подождать. Терпение. Мы ждем чуда, ждем от Бога, ждем, что Он будет двигаться в жизнях людей. Терпение – это признак зрелости. Интересная вещь по поводу терпения. Единственный способ научиться терпению – это потерпеть. Вообще никак по-другому. Часто Бог, Он говорит, пока нет. Ты о чем-то просишь, ты стоишь в молитве, пока нет. Это не означает вообще нет. Но пока нет. Нам нужно иногда подождать. Нужно быть терпеливым. И терпение – это 5-й признак духовно зрелого человека. И 6-й признак духовно зрелого человека – это что духовно зрелый человек, он молится. Он молитвенник. Якова, 5 глава, 16 стих написано: «Много может усиленная молитва праведного». Молитва, обращенная к Богу, это когда ты приносишь Ему свои нужды, свои радости, ты просто имеешь диалог с Ним, когда ты ожидаешь от Него, когда ты просишь у Него благословения. Вся суть молитвы в том, что когда ты молишься, ты тем самым признаешь, что у Бога есть контроль над твоей жизнью. В этом суть. Ты Его ставишь выше, не ты все контролируешь, но Он. И Яков здесь приводит историю, в пример, пророка Илии, да, что много может усиленная молитва праведного. Есть сила в молитве. Кто-нибудь скажет мне? Кто-нибудь получал когда-нибудь ответы на молитву? Если есть такие люди, поднимите руку, кто получал хоть как один раз. Или он молился, да, о том, чтобы не было дождя. И 3,5 года дождя не было. И потом он помолился, да, потом снова.
и небеса не открылись. И Илия таким образом, он не манипулировал Богом, да, но он признавал его власть. И он верил, что он контролирует вообще все на земле, в том числе и дождь. Духовно зрелые люди, они понимают власть Божию, что все в его руках. Потому что, может быть, сейчас в твоей жизни есть такие какие-то вещи, и ты думаешь, что никто не может с этим ничего поделать. Никто не может ничего исправить. Но Бог может. Аминь. Бог, Он может взять то, что сломано, и исправить все. Все, что разбито, сделать целым. Потому что Бог, Он настолько велик. И Он настолько могущественен. Кто-нибудь скажет аминь. Аминь. Наш Бог, Он велик. Я бы хотел такую вот историю закончить. Один мальчик, ночью он упал с кровати. И отец прибегает и говорит, что случилось? Говорит, я так хотел спать вечером, что только залез на кровать, на край, и там сразу и уснул. Ну и потом ночью свалился. Знаете, многие христиане, они в своей вере, как вот этот мальчик, они на самый край забрались, и там и остаются. И дальше они не продвигаются. Не оставайся таким. Взрослей духовно. Каким образом ты справляешься с проблемами, как ты реагируешь на них? Что из тебя выходит под давлением, когда на тебя давление этого мира, давление от проблем жизненных? Остаешься ли ты позитивным? Замечаешь ли ты, что люди вокруг тебя, они также имеют нужды? Хозяин ли ты своего слова, своего языка? Смотришь ли ты за ним? Можешь ли ты контролировать его? Ты миротворец или проблема творится? Люди избегают тебя, или ты приносишь там, наоборот, какой-то мир? Терпелив ли ты? Может быть, есть и еще, можно дополнить, кто-то дополнит. Знаете, такие вот черты духовно зрелого человека. Но я верю, что, я считаю, что вот это вот основные. И насколько важно нам стремиться быть такими. На самом деле, зачастую это просто, как вот характер, да, это отражение твоего внутреннего естества. Если ты просто гоняешься за плодами сразу и не меняешь ничего внутри себя, вот я буду там, не знаю даже какой пример привести. Но вы понимаете, да? Зачастую мы меняемся, мы отождествляем себя со Христом, и потом нам не нужно вот это все стараться выдавить, какой-то плод принести, да? Он естественен. Поэтому, чтобы быть духовно зрелым, нам нужно стараться прежде всего смотреть на Христа, быть ближе к Нему, да? Что не я живу, но живет во мне Христос. И тогда все это, оно будет вполне естественно в нашей жизни. Вы согласны? Не тяжело было? То мне кажется, как-то это вроде домой вернулись. У нас акустика изменилась в этом зале тоже. Вроде бы сначала казалось, что эхо было, когда мы стулья не поставили, когда был полностью пустой зал. Я заходил, говорил, и все носилось по залу. Сейчас поставили стулья, появились люди, и уже звук он разбивается. Нет такого. У нас, кстати, вот еще одна удивительная история.
Я уже закончил, мы сейчас помолимся. Знаете, я хотел привести звукорежиссера к нам, ну, чтобы посмотреть, что нам сделать вообще с залом, составить список оборудования и так далее. И когда-то в Якутске был пастором Юрий Вдовенко. Я не знаю, кто-то, может быть, застал его. Это первый пастор в «Слово жизни» здесь. И он был барабанщиком также. Он играл у нас в музыкальном театре. Ну, он был, в смысле, профессиональный барабанщик, играл на ударных. Много знакомых у него, соответственно, музыкальных появилось. У него есть брат. Он сейчас живет в Москве. Его Мацула в свое время забрал обратно администратором. Он был администратором у Карла Густава когда-то. Не суть. Просто суть в том, что я всегда думал, я знаю, что у него брат, он хороший звукорежиссер. Ну, в смысле, профессиональный, прям вообще хороший. И я думал, как бы его пригласить. Или посоветоваться с ним, как-то консультироваться. И здесь я его встречаю в соборе. Он работает звукорежиссером на трансляциях в церкви у Рика Рэндалла. Как она называется? Да, в Благовестии. Трансляции. Я, может быть, кстати, в группу скину ссылки. Можно посмотреть. Есть в доступе открытие собора. Там есть проповедь Мацулы. Очень хорошая такая, не знаю, возвращение ко мне. Он говорил вообще про спасение, про Христа. Мы можем посмотреть. И вот я встречаю во время кофе-брейка Андрея, Геннадий Веленко. Я такой смотрю, знакомое лицо, где я его видел? Он вспоминает, да это же он. Это, ну, в смысле, с кем мне нужно было поговорить, я с ним разговариваю. Слушай, я говорю, только из Якутска прилетел. В смысле? Оказывается, его приглашают на концерты наших звезд якутских. И вот Эркин у нас есть, да, ну это вот Читай Егоровых у нас есть, да, певцы такие знаменитые, вот их сын, по-моему, сейчас поет. В общем, он уже 3 или 4 раза был здесь с концертами. В смысле, делал звук. И я так понимаю, ну, людям понравилось, если его приглашают. И он должен прилететь 18 числа, я его хотел в церковь привезти. С ними, кстати, клавишник прилетает со «Слова жизни», который прославление играет «Слово жизни». Он тоже уже здесь был. В смысле, просто на мирские концерты, имеется в виду, их как профессионалов приглашают. Я говорю, ну если будете в Якутске, вам надо, вы должны к нам зайти. Поэтому, ну, никому не известно. Концерты у нас будут отменять, нет, пока у нас по 8 число. Если концерты состоятся, они прилетят, и, может быть, мы приведем и посоветуемся, что нам сделать, хотя я уже, наверное, посоветовался. Вот, Бог благ. Еще раз про зрелость. Давайте мы помолимся, и мы закончим. Вот так хочется, чтобы все были духовно зрелые. Чтобы ты подошел, да, конечно. Все понимают. Но мы же понимаем, что так не бывает. Но хочется, чтобы менялось. Да? Давайте мы помолимся. Аллилуйя, Господь. Господи, благодарю Тебя за милость Твою, благодать к нам, за то, что Ты спас нас. Господь, дай нам входить в полноту Твою, дай нам познавать волю Твою, и дай нам возрастать духовно, Господи. Дай нам обладать всеми этими качествами, Господь, быть нам и терпеливыми, и хозяевами своего языка, и замечать нужды других людей, и все остальное, то, что было сегодня перечислено, Господи. Я провозглашаю просто в жизнь каждого человека во имя Иисуса Христа. И чтобы мы не делали, это служило к созиданию, чтобы мы были миротворцами. Или, может, он сказал? Аминь. Да будет так.